Аԥсны апрокурор хада Алексей Ламиа иулхәба рҽны Аҟәа аҭыԥ змаз ахҭысқәа ирызкны ажурналистцәа рзы апресс-конференциа мҩаԥигеит. Апрокурор хада иҳәеит, аҩаша аҽны Аԥсны аҳәынҭқарра ашәарҭа иҭагылан ҳәа. Наша, скажем так, государственность вчера была подвергнута очередному испытанию. Хорошо, что на сегодняшний день ситуация такая, что закончилась именно так. Могло быть совсем иначе. Мы просто могли потерять один из правоохранительных органов. Мне даже сложно представить, я человек, который проработал 10 лет в МВД, если, предположим, митингующие получили бы возможность войти внутрь здания, во что это могло превратиться. Чтобы вы понимали, МВД – это масса секретных документов, различных приказов. Это ИВС, в котором сидят особо опасные преступники. Это оружейка, где хранится и огнестрельное оружие, и специнвентарь. Ну и даже не буду говорить о том, что какие там бытовая техника и так далее, которые там с трудом набирают наши органы в такое непростое время. В какое-то время ситуация вышла из-под контроля. Были условия, многие из которых были невыполнимы. Если нам идти сначала, то так по хронологии. Вначале был объявлен съезд блока оппозиционных сил, который должен был проводиться в Интерсухум, гостинице Интерсухум. Но это такая наработанная практика, когда партии или различные общественные организации проводят там свои собрания. Никаких противопоказаний по закону нету, тем более, когда об этом оповещаются правоохранительные органы, никаких проблем нету. По непонятным причинам к вечеру воскресенья было объявлено по сети интернет, что съезд переносится в Государственную филармонию. Ввиду того, что они обратились с нарушением действующего законодательства, оно предполагает обращение о таком митинге за 5 суток до проведения и, соответственно, за сутки до предполагаемого времени проведения они должны получить ответ от властей. Они обратились только в понедельник утром, соответственно, глава администрации был не подготовлен к этому, им было отказано. Несмотря на это, митинг был проведен, все шло в достаточно спокойном русле. Вы прекрасно об этом знаете, что в результате двухчасового митинга была принята резолюция митинга, в которой они выдвинули ряд требований. Но самые главные из них, о которых мы, конечно, обязаны будем сказать, это связанные с немедленным отстранением от должности министра внутренних дел Леонида Дзяшба. И одно из других главных требований – это перенос референдума на более поздний срок, на осень 2016 года. Эта резолюция этого митинга была направлена президенту. Не дожидаясь ответа, спонтанно митинг переместился в сторону МВД. Предпринята попытка прорыва, в какой-то степени она ему удалась, был сорваны ворота. В тот момент, когда срывали ворота, сотрудников милиции закидали камнями, кирпичами, которые препятствовали привязыванию троса к воротам. Значит, ворота были сорваны путем привязывания троса к воротам, и Land Rover черного цвета сорвал эти ворота. Вот в тот момент, когда привязывали, сотрудники пытались оказать сопротивление, и в этот момент их закидали камнями и кирпичами. Некоторые из них в этот момент получили увечья, попали в больницу. Дальше митинг переместился уже к самому зданию МВД, и начались достаточно агрессивные действия, связанные с тем, что в ультимативной форме было предложено Леониду Дзяшбе покинуть свой пост. Президент предпринял ряд попыток договориться, вызывались на переговоры представители блока оппозиционных сил.
на прямую связь с митингующими выходили глава администрации президента Беслан Барцыц, министр обороны Кишмария, министр экономики Адгур Ардзунба. Я выходил неоднократно. Вот, но, несмотря ни на какие там попытки стабилизировать ситуацию, выдвигалось единственное условие, что Дзябшва должен покинуть свой пост. В ходе этих переговоров было принято стратегическое решение о том, что Дзябшва будет отстранен на время проведения прокурорской проверки. Чтобы сообщить об этом митингующим, Мираб Кишмария и я вышли. Мы попытались довести эти сведения до них, но это не возымело эффекта. В очень резкой форме требовали, что именно только уход и никаких других вариантов. Дальше шли еще другие попытки увещевания, переговоров, но это, скажем, тоже не возымело эффекта. Очень умело кордон, который был милицейский, там был растащен. Могу вам сказать, что очень продуманные и умелые действия, да, как растаскивать кордон. Такое ощущение было, что люди заранее подготовлены к этим событиям. Я на своем веку участвовал, скажем, в организации правопорядка в различных митингах, но вот так умело первый раз вижу, чтобы людей вытаскивали. Помимо этого были, значит, применены такие средства, как коктейль Молотова. 2 или 3 раза его кинули в сторону здания, но огонь был сбит, потушен. В результате потасовок, сдавливаний, драк ряд сотрудников получили телесные повреждения. Цифра уточняется по разным версиям, просто есть сотрудники, которые получили увечья, но не обратились. Но ориентировочно это 16 человек, 2 из которых получили достаточно тяжелые увечья. Они связаны и с черепно-мозговыми травмами, и переломы ребер. Ну и в основном, конечно, идут побои. Нанесен ущерб самому зданию МВД, воротам, нанесен ущерб пожарной машине, милицейским машинам. Уточняется в данный момент, имеет место пропажа спецсредств, 2-я попытка штурма МВД. Ну, если первую вы хорошо помните, это связано с инцидентом с Русланом Джелия, 2-я это вот это. Вот. Хорошо, что в конце представители ветеранской организации Амцахара взяли там ситуацию под контроль, и там в том числе были ветераны МВД, и фактически они не допустили прорыва толпы внутрь здания. В само здание зашло не более 10 человек, если не считать самих ветеранов МВД, которые в настоящее время кто на пенсии, кто за штатом и так далее. Так, именно из вот этой массы митингующих туда попало не больше 10 человек. По тем сведениям, которые мы имеем, ничего там не разграблено, не уничтожено. Естественно, дверь сорвана была. О чем идет речь? Речь идет об организации массовых беспорядков. Наверняка вы меня сейчас спросите, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело. Вот. Просто хочу вам немножко прояснить ситуацию, что такое возбуждение уголовного дела. Это бумага формата А4, постановление, где должностное лицо вкратце описывает, что произошло, и, соответственно, и помимо этого идет регистрация. Это, скажем так, не самое важное, что нужно сделать в таких ситуациях. Тем более, что действующий ныне УПК, Уголовно-процессуальный кодекс, с нового года дает нам массу возможностей проводить, в том числе и следственные действия, до возбуждения уголовного дела. Поэтому я прошу не зацикливаться на этом. Самое главное, что сразу после того, как митингующие разошлись, туда выехала достаточно большая группа из представителей Генеральной прокуратуры, 6-7 следователей, начальник следственного управления, первый заместитель, потом попозже я к ним присоединился. Осмотр места происшествия произведен, весь ущерб зафиксирован, заснят. Нами изъято
видеозапись, которая проводилась с регистратором самого МВД. Помимо этого у нас в наличии есть масса роликов, которые попали в сеть интернет. На сегодняшний день мы озадачили оперативников МВД, руководство МВД, чтобы они подготовили соответствующий материал, рапорта сотрудников, которые были ответственны за наведение порядка. И эти материалы будут направлены нам. Ну и вот по результатам всего этого будет сделан вывод. Предвосхищая то, что мы получим, вероятнее всего это имеет место 206 статья Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков». Вот такая ситуация. Дальше у нас ситуация начала немножко развиваться в другом русле. Во время этого митинга произошли, это все версия, да, пока мы аж так четко утвердительно об этом заявлять не можем, но произошла, будем так говорить, беседа на повышенных тонах между митингующими и представителями сторонников президента. И это переросло в перебранку, которая потом нашла свое логическое завершение в парке перед гостиницей «Интерсухум» со стороны моря. Там произошла драка. После драки было 8 выстрелов. В результате у нас есть 4 раненых. Это Ахра Джопо, это Оди Кучуберия и Адлиба Астамур. Там же у нас ночью был произведен осмотр места происшествия, изъяты гильзы, изъяты данные с видеорегистратора. Просто из этических соображений над к раненым мы сейчас пока не подходим, но прокуратура города возбудила дело и по данному факту будет проводить расследование. Алексей Ламио Басгихет, Леонид Запшба, милиция усутса референдум ахшумнейн хадрук макарван хайко информация за прокурор Гватара Кошемя Пырго, Авревиза Гватара Комя Пгоп, Учимчира, района Хада Игана Халаге. А партия Абстакзара, а политика Тхелага Мадзанукгой Ирина Дочел Заара дала шажу Алексей Ламия Язгвейти и выпшим версия Штырцаава. Ларалцан Хача, а уст Заарам Япгара Ишацхрава.